В 95 году мы, группа наших переводчиков, вот Зухра, Фарид Ахмадиев, Айгуль, мы все закончили литературный институт, отделение переводчиков и приехали в Уфу. Оказалось, что нас никто не ждал, и никому мы не нужны, ни работы нет, ни жилья нет. И вот мы стали ходить. Сели, вот целый год прошел, и вот как раз в такие дни, значит, зима была, да, уже было начало января, нам дали, Зухре и мне дали по комнате. Мы такие счастливые, приехали сюда впервые и пошли туда, и заходим в общежитие. Какая была красота! Мы думали, что это наше такое прекрасное настоящее. Оказалось, что это наше будущее. Это было, естественно, общежитие училища искусств. Там в коридорах стояли, значит, сломанные рояли. Потом стояли там маленькие узенькие такие кроватки. Ну, дети же там жили. Мы все это повыкидывали, значит, повесили там новые обои. И вот постепенно туда начали заезжать люди, самые разные. И вот в том числе туда заехал и вот Дим Кулахметов со своими детьми. Они были маленькие, с супругой. Разного рода писатели, художники всякие. Ну, кого только не было. Все время там общались, там уйдешь, придешь, там разговаривали. Я вот помню, как у меня в комнате, я купил компьютер, там сидели Зухра, значит, за моим компьютером, и Аня Мальгинова. Они писали первых смешариков. Мой друг Рим Валяхет ко мне приходил в компьютер играть. Ну, сам вот этот длинный коридор. Вот для меня жилье это только длинный коридор, и сбоку, слева, справа. И когда я иногда там кому-нибудь в гости прихожу, к своим друзьям, я удивляюсь, почему у них на лестничной площадке всего 4 квартиры, допустим, а где-то только 2, допустим, да. Для меня было удивительно, потому что для меня это вот жилье, это огромный, значит, коридор бесконечный, и слева, справа. И потом, и, конечно же, значит, иногда куда-нибудь поедешь, в гостинице там ванная, она большая, там можно выпрямиться во весь рост. А у нас ванны-то маленькие, они для детей были раньше. И, значит, я помню, как раньше мы, значит, ну, там, человек 20-30 наберется в одну маленькую комнатку, мы там и дни рождения справляли, и праздники, и там прочее. А сейчас никто не приходит, сейчас мы в кафе встречаемся. Чтобы стать уфимцем, достаточно приехать из деревни, да? И вот эти огромные люди, огромное количество людей, которые живут в общежитии, они же, что они видят, приезжая в Уфу? Они видят общежитие, и уфимец, настоящий уфимец живет в общежитии, конечно. Нас с Димом Зухра познакомил. Ну, в смысле, я с ним и так был знаком, но мы с ним постоянно общались, виделись. В каком плане? Что, ну, здесь же один выход, да, и ты все время стоишь возле двери, человек проходит, ты с ним здороваешься, ты знаешь, он здесь живет, ты его здесь живешь. Однажды, значит, он меня подвозил даже. И вдруг я понял, что в одном спектакле есть один момент, мне очень нравится, это где выходил от Мулла, это Палаевская мистерия Ларида Булякова, и там выходил один артист, он играл от Муллу, и там прекрасно пел. Но оказался это он, Дим. Он настолько вот преображался на сцене, он был совершенно другим. А в жизни, конечно, он был такой серьезный, молчаливый. И это просто ужасно вспоминать, как я приехал, и я смотрю, вот общежитие совершенно другое, оно абсолютно пустое, потому что все уехали хоронить Дима. Ну, время же идет, и люди, один умер, второй умер, третий умер. То есть, вот, жил надо мной кураист. Я вот его все время слышал. И вот какой-то день его уже не слышно. Ну, я пошел, мне говорят, ну все, вот. Потом приехали люди, его хоронили и там прочее. Ну, конечно, есть люди, которые ведут, так сказать, веселый образ жизни. Происходят экономические же процессы. Я однажды вышел, и вот на 5-м этаже, вот в этом месте, все в крови. Тут убили человека. Люди там продают свои большие квартиры, переселяются сюда.
Через какое-то время они умирают, на их место приходят другие какие-то люди. То есть вот такое вот постоянное броуновское движение. Если раньше там все, кто у нас жил, это были деятели культуры, то сейчас деятели культуры все меньше и меньше. Ну, с другой стороны, конечно, на много лет я уже привык, и это мой дом. Значит, я чувствую себя здесь уютно,